Акция под эгидой федерального проекта «Историческая память» охватывает 8 регионов страны и объединяет более 10 автолюбителей из Самарской области. Общая протяженность маршрута составляет около 5000 километров, и последний регион в списке – Ингушетия. Именно здесь, среди могущественных гор и сторожевых башен, участники пробега планируют отпраздновать этот великий праздник – День Победы. Автопробег проходит прекрасно, основная усталость прошла, сменилась впечатлениями, потому что мы посетили много стран, увидели много городов, пообщались с прекрасными людьми, и уже и дети, и семьи адаптировались, и мы уже в таком уже финальном настроении. Сбор возле районной администрации. Все участники экспедиции почти готовы к автопробегу. А вот Александру Резникову, самому молодому водителю, сегодня повезло меньше всего. Через такой долгий путь его ласточка дала сбой. Но он планирует быстро починить ее и продолжить шествие флага Победы над могучими горами Ингушетии. Не первый раз эта машина стоит с открытым капотом, но надо признать, что она тоже не просто так участвует в этом автопробеге. Ей почти 30 лет. И она уже не первый раз в этих краях проезжает такие большие расстояния наряду со всеми внедорожниками. И я показываю людям, которые, может быть, боятся ехать на своих машинах, может, не доверяя им, что на любой машине, даже если ей 30 лет, ты можешь проехать в любом случае. И уже через каких-то 10 минут ВАЗ-2110 Александра заводится как новая. Автопробег начинает свой путь с Жайраха. Конечная остановка в Увнушке. Следует группа за машиной джип-тура. Сигналы, в каждой машине патриотические песни и Знамя Победы. Группа несет радость этого дня в Альгете. Там их первая остановка на смотровой зоне башенного комплекса Эльзи. Также мы с вами наблюдаем башенный комплекс Амыч-Морч. И по всему ущелью мы будем очень много наблюдать башенный комплекс. Так участники автопробега, неся лозунги победы, познают культуру и историю Ингушетии, а вместе с ней и оценивают вклад ингушского народа в победу Советского Союза над фашистской Германией. Я вношу здесь вклад в формирование здорового образа жизни у наших детей, чтобы они действительно почувствовали через себя, не через страницы каких-то книг, а пропустили через себя этот опыт, сформировали свое собственное мнение и стали высоко нравственными, духовными людьми, которые хотят защищать нашу страну и понимают эти ценности. В автопробеге принимают участие не только взрослые, но и дети, которые с восторгом наблюдают за величественными пейзажами Ингушетии и узнают больше о героическом прошлом своего народа. Все участники отметили, что красота и дух этих мест оставляют глубокое впечатление. Особенно понравилось. У вас очень добрые люди, очень вкусная кухня. Мы были у вас в термах, в источниках. Уже все очень понравилось. И красивые виды, горы снежные. Мы пару дней жили там в отеле рядом с озером. Очень здорово. Меня очень поразили горы, их величие. Мы с папой ходили 9-километровую трассу, прошли за 4 часа. И меня очень восхищает это путешествие, и мне оно очень нравится. Участники автопробега уже посетили Тольятти, Саратов, Волгоград, Дагестан и Чеченскую республику. В каждом из этих регионов они возложили цветы к памятникам героев Великой Отечественной войны, отдавая дань памяти тем, кто сражался за мирное будущее нашей Родины. Но, как делятся гости, больше всего их вдохновила Ингушетия, которая продемонстрировала им любовь к родине. Вспомнились слова Расула Гамзатова. Мы все дети огромной страны, огромной России, и все мы братья и сестры. И малая народность, мать, которая нас родила. И мы всегда должны помнить и первую, и вторую, любить и уважать и первую, и вторую. И спасибо всем героям. Вечная слава от всех матерей каждому герою. Автопробег продолжился у подножья гор Цейрлам, Игикалы и Вувнушки, мест, славящихся своей природной красотой и историческим значением. Очень меня это впечатлило, что ваши народы поддерживают людей, которые когда-то что-то делали для своей родины, для малой родины и для большой родины. У вас великолепные отцы и деды, они воевали, они создавали наше общее пространство, наш общий суверенитет. И хотел бы, чтобы мы жили в мире, но об этом помнили.
Этот автопробег является одним из значимых мероприятий праздничной повестки. Сегодня, как никогда, особенно важна объединяющая сила подобных акций, как и 80 лет назад. Как в едином порыве на фронт шли добровольцы из всех сел и городов России. День Победы продолжает традицию чествования героев и укрепления исторической памяти, создавая единство в многонациональной и многоконфессиональной стране, убеждены участники. Почему Ингушетия? Конечный пункт нашего пребывания, потому что ингушский народ тоже внес большую лепту в победу над фашизмом, это во-первых. Во-вторых, тоже имеются герои Советского Союза, ингуши. Опять же, по количеству героев Советского Союза ингуши занимают одну из лидирующих позиций. Праздничный марш автолюбителей закончился перед башней Вовнушки. Фото на память, небольшая экскурсия, и наши участники отправляются обратно домой в Самару. Они делятся, что поездку в край башен и легенд не забудут никогда. В Ингушетию каждый из них влюбился навсегда. Рина Сычоева, Адам Гулоев, Султан Магушков, Магаз 24.